В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Якутии открываются паромные переправы. Первые паромы официально планируют запустить в пятницу. Авиасообщения с Ленском до сих пор нет. Аэропорт города второй день закрыт из-за непогоды. Юбилей Вячеслава Штырова. В Якутии проходит мероприятие в честь 65-летия второго президента республики. Флюромобиль по улицам города и график дневного стационара. Жители Нерингры приняли участие в круглом столе ЦРБ и внесли свои предложения по работе больницы. Напряженности с местами в детские садики нет. В Алдане смогли решить проблему очередей в дошкольные учреждения. В эту пятницу ожидается начало работы паромных переправ на маршруте Якутск-Нижний Бестях. Об этом сообщил министр транспорта региона Семен Винокуров. По его информации, в этом году на маршруте задействуют 10 судов, и они уже готовы к работе. В этот же день, 25 мая, планируется открытие навигации маломерных судов в 9 районах республики. Это Амгинский, Чурапчинский, Таттинский, Ленский, Алекминский, Алданский, Усть-Майский, Мирнинский и Сунтарский. А тем временем в Жатай прибыл первый теплоход. Он знаменовал официальное открытие навигации на реке Лени. Судно вышло из порта Осетрова еще 9 мая, но из-за сложной ледовой обстановки прибыло в порт поселка Жатай только сейчас. Как встретили первое судно этого года и какие планы ставят на навигацию речники, узнавала Саргалан Захарова. Суд 1111 уже стоит в порту Жатая. Позади 2 с лишним недели в пути, следом за ледоходом. Речка как бы шла, она не совсем гладкая, были ледовые заторы, приходилось пережидать. Приходилось останавливаться и пережидать, когда лед пронесет затор, и очистить нам путь, дорогу, и дальше продолжали движение. Судно доставило в Нижний Бестях груз весом в 1500 тонн. Это железобетонные плиты для строительства подъездных путей к речному терминалу от железной дороги. К слову, работу на этом крупном объекте планируют завершить уже к концу этого года. Грузы уже перенаправляются, порядка 500 тысяч тонн было в прошлом году через Нижний Бестях по железной дороге. И мы ожидаем, что в этом году еще больше будет переадресации, с учетом того, что и тарифы снизились, и по железной дороге идет уже интенсивная работа. И вот в Нижнем Бестях уже начал функционировать речной терминал по временной схеме. В целом, за навигацию этого года планируют доставить до районов и столицы республики более 3 миллионов тонн груза. На сегодняшний день уже отгружено 72 тысячи тонн. В ближайшее время судно начнут прибывать в Амгинский район. 22-го первые 5000 тонн отправились на Амгу. Сегодня они зашли на Амгу, и мы считаем, через 2 суток мы уже будем выгружаться в пункте отгрузки судна. Флота у нас там достаточно для того, чтобы осуществить. У нас в этом году больше, чем в другие годы. То есть мы одномоментно завозим примерно 80%. Благоприятную обстановку создают уровни воды в Амге. Судно загружает по максимуму. На Вилю и навигация откроется тоже в эти дни. В общей сложности в настоящее время в эксплуатации находятся 100 единиц флота. Что касается пассажирских перевозок, то на участке Якутск-Алекминск движение откроется 25 мая. С этого же дня по направлению Якутск-Нижний Бестях начнут курсировать паромы и маломерные суда. Саргалана Захарова, Арсен Степанов, Жатай. Аэропорт города Ленска по-прежнему закрыт, как и накануне. Сегодня были отменены все рейсы. Причиной тому стало непригодное после обильных осадков состояние взлетно-посадочной полосы. Информацию по вылетам десяткам пассажиров обещали дать завтра. Ну и в продолжении темы авиации. Кадровым решением главы Якутии Егора Борисова заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства республики назначен Айсен Дегтярев. Как прокомментировали в департаменте кадровой политики администрации главы и правительства, Дегтярев имеет 13 лет стажа работы в авиационной отрасли республики, в том числе более 6 лет в надзорной деятельности. Характеризуется ответственным и добросовестным работником. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики он будет курировать вопросы воздушного транспорта.
В любой чрезвычайной ситуации главная слаженность действий всех структур. В Якутии пожароопасный сезон объявлен с 10 мая, а подготовка к борьбе с возможными бедствиями началась еще в последний месяц зимы. Так, в Алданском районе спасатели совместно с представителями природоохранных структур и главами поселений приступили к принятию мер в феврале-марте. Тему продолжит Татьяна Вахнина. С 14 мая в Алданском районе объявлен пожароопасный сезон. Залогом благополучного исхода любой экстремальной ситуации является слаженная работа и согласованность действий. И в настоящее время все природоохранные и жизнеобеспечивающие структуры ведут подготовку к возможной борьбе с огненной стихией. Мы провели еще в марте-апреле проверки готовности населенных пунктов, реализацию полномочий органов местного самоуправления по вопросам защиты населенных пунктов от природных лесных пожаров. С главами поселений и руководителями жизнеобеспечивающих структур представители МЧС обсуждают вопросы, касающиеся организации тушения лесных пожаров в летний период. Также ведется работа с членами добровольных пожарных дружин. В целях повышения уровня готовности проводится анализ недочетов прошлых лет. Есть вопросы у нас сейчас по содержанию наружного противопожарного водоснабжения в селе Хатастыр. Там поставлены задачи органам местного самоуправления и коммунальным службам по восстановлению исправного состояния наружных сетей. Ежегодно причиной 30–40% лесных пожаров становится человеческий фактор. Сотрудники МЧС и представители природоохранных ведомств совместно с властями поселений ведут активную профилактическую работу с гражданами о правилах поведения на природе и об осторожном обращении с огнем. Разработаны у нас графики патрулирования мест отдыха граждан в выходные дни, в праздничные дни. При установлении уже сухой устойчивой погоды эти мероприятия нами будут проводиться, будут выезда на вот эти места отдыха с разъяснением населению основных требований, запрет разжигания костров. В прошлом году в Алданском районе было зарегистрировано 3 лесных пожара. Во всех случаях возгорание было повлечено электрическими разрядами молнии. По вине человека чрезвычайных ситуаций не происходило. Однако неосторожность в обращении с огнем и игнорирование запретов о разжигании костров имеет место. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Вилюйском районе продолжаются поисковые работы фрагментов ракетоносителя «Союз-2». В ходе поискового облета 21 мая на вертолете Ми-8 в районе падения воздушно-поисковой группы обнаружено и зафиксировано место падения 9 крупных фрагментов центрального блока ракетоносителя. Так, сегодня группа специалистов разделали 4 фрагмента на части, взяли пробы почвы в местах обнаружения и доставили в город Вилюйск. Фрагменты ракетоносителя находятся в труднодоступном месте в лесном массиве. Из-за этого эвакуацию произвели только после подготовки места для посадки вертолета. Поисковые и эвакуационные работы завершатся в конце месяца. Сегодня у нас первый реальный рабочий день по сбору обнаруженных фрагментов. Планировали отработать по 3 точкам. По ним мы отработали. Пока летели, еще один фрагмент обнаружили, зафиксировали в местоположении. И второй фрагмент, который обнаружили, вот сейчас тоже отобрали вокруг него пробы, разделали. Люди работают без средств защиты, в рукавицах. И на этом, как говорится, все отрицательное воздействие, которое могло быть, на людей, заканчивается. А на природу даже мелкие ветки в местах падения фрагментов практически не повреждены. Мы не исключаем, что мы в процессе полетов, так же как сегодня, обнаружим еще фрагменты. Ничего в этом страшного мы не видим. Ступень разрушалась значительно сильно, поэтому, вместе с вывозом фрагментов мы продолжаем, попытки их обнаружения. Егор Борисов встретился с генеральным консулом Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки. Они подвели промежуточные итоги сотрудничества. Руководитель региона отметил активное развитие отношений с Японией в области экономики, промышленности, науки и культуры. Он также отметил, что реализуются проекты по развитию энергетики в Вилюйском районе, строительству ветроустановок в Тиксе, созданию круглогодичных теплиц на территории опережающего развития Кангаласы. В свою очередь господин Ямамото выразил благодарность Егору Борисову за поддержку экономических проектов, сотрудничество с японскими компаниями, содействие в организации выездного совещания консультативного совета.
Сегодня 65 лет исполняется видному российскому политику, члену Совета Федерации, человеку, изменившему вектор развития Якутии, второму президенту республики Вячеславу Штырову. Именно он заложил основы ускоренного промышленного развития региона. Сегодня молодежь республики активно осваивает промышленные специальности, а конкурс молодых профессионалов «Я инженер» проводится в статусе дальневосточного. О чем мечтал президент Штыров и чем может быть доволен сенатор Штыров, в репортаже Туяры Филипповой. Данная станция запущена в 2004 году и является одним из основных станций, которые обеспечивают газом город Якутск и пригороды. Главный инженер Сахатранснефтегаза Павел Ксенофонтов раз в неделю проводит экскурсии для студентов и школьников. На этой станции газ очищают, снижают давление перед подачей в распределительные сети. В свое время, когда я учился в школе, технические специальности не были популярны. Но потом мы услышали посыл Вячеслава Анатольевича Штырова и запустили проект «Молодежь Якутии в промышленность». Сейчас технические специальности одни из самых востребованных и популярных. Важнейшей задачей, если хотите, мегапроектом республики становится подготовка кадров из числа местных жителей для работы на проектируемых и строящихся предприятиях. В начале 2000-х 11-классник Василий Шишигин после посещения их Маинской школы президента республики Вячеслава Штырова круто решил поменять свои планы. Поспрашивал про мою учебу, про достижения и посоветовал идти на инженерную специальность и идти работать в промышленность. Но, если честно, у меня были планы чуть другие, но для школьника совет такого человека предопределил, так сказать, мое будущее. Но и на этом незримое влияние Штырова на молодого человека не закончилось. В 2016 году Василий принял участие в конкурсе «Я инженер» с проектом, который позволит в будущем экономить миллионы энергетической компании, и стал победителем, выиграв главный приз – автомобиль. Если мы в год ремонтируем порядка 20 тысяч опор, то те же 20 тысяч опор из категории нормальных переходят в неудовлетворительное состояние. То есть мы не успеваем за темпами старения опор. Мой проект заключается именно в том, чтобы усилить эту слабую часть. Первый образец был сделан из труб металлических, второй образец из швеллеров. На глубину 1 метр закапывается вниз, углубляется, и сверху 1 метр получается. Общая длина 2 метра. Закрепляется хомутами, и она держит опору, даже если на месте стыка с землей опора полностью сгниет. Современной молодежи теперь уже не надо объяснять, что технические специальности нужны и востребованы. Моя специальность — эксплуатация и транспортировка нефти и газа. В последнее время газовая отрасль в Якутии очень сильно развивается, и я уверена, что буду востребована в этой отрасли. Ежегодно трудоустраиваются в промышленные и производственные предприятия. Проекты «Молодежь в промышленность», «Местные кадры в промышленность» помогли найти работу тысячам якутян. А результаты ускоренного промышленного развития Якутии, начатые во времена Штырова, давно приносят реальные доходы в бюджет республики в виде налоговых отчислений от крупных компаний, пришедших на территорию Якутии. Туяра Филиппова, Ольга Ушницкая, Иван Семенов, Якутск. Вклад Вячеслава Штырова в развитие, в том числе и Мирнинского района, обсудили во время круглого стола в районном политехническом институте. Как оказалось, студенты не просто хорошо знакомы с биографией видного политического деятеля, но и стараются в своих делах равняться на него. Я сегодня готовила доклад про биографию Вячеслава Анатольевича Штырова, рассказывала о его работе, о его успехах в жизни. И я думаю, что действительно интересно читать его биографию, потому что это человек, на опыт жизненный которого стоит опираться нам, молодежи. Вячеслав Анатольевич является нашим ориентиром, и я думаю, стоит каждому брать пример с него. Ну а сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Флюромобиль по улицам города и график дневного стационара. Жители Нерингры приняли участие в круглом столе ЦРБ и внесли свои предложения по работе больницы. Напряженности с местами в детские садики нет. В Алдане смогли решить проблему очередей в дошкольные учреждения. Чудесное спасение щенка. В Московской области волонтеры 3 часа отмывали четвероногого друга, который 2 суток провел в битуме. В эфире телеканал Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск.
Сельскохозяйственную и самоходную технику надлежит регистрировать в Гостехнадзоре. Сейчас во время весенних посевных работ проходит проверка, состоящая на учете инспекции сельхозтехники. В рейде с сотрудниками надзора побывала и наш корреспондент Сарглана Ильина. Рачительного хозяина видно с порога. Эта поговорка точна в случае с хозяйством Валерии Ким. Картофелехранилище на 1000 тонн, новенькая техника, 55 гектаров земли, на которой семейный подряд высаживает картофель, свеклу и морковь. Здесь уже завершены подготовительные работы к посеву. Техника вся своя, навесная, прицепная. Не арендуем, не занимаем. Мне там 4 трактора, 2 МТЗ-82, 1 МТЗ 1025, 1 МТЗ 1221. Ну, самосвалы, там посадочная, уборочная, комбайн, это все свое, все укомплектовано. Горючим запаслись в этом году. Техника исправная, вся на ходу. С документами у Валерии Ким все в порядке, техника отвечает требованиям. По-другому обстоят дела в поселке Жатай в хозяйстве Григория М. Первый же проверяемый трактор оказывается непригоден к работе. Не работают дворники, нет одного стекла, не горят фары. Дальше хуже. У второго тракториста и права просроченные, и машина неисправна. Выписывается штраф. Инспекторы уже по опыту знают, у кого в хозяйстве порядок, а кто и после прошлогодних штрафов особо не подтянулся. Заранее, значит, мы подготавливаем все нормативные документы, значит, технику должны представить, вытащить, значит, подготовить к нашему приезду. Ну и значит, по правилам мы должны проверить на наличие, значит, наличие всех документов, в первую очередь, значит, пригодность техническую. Ну и после, если все в порядке, значит, техосмотр, если пройденный, выдается талон на техосмотр. Всего на учете в Гостехнадзоре Якутска состоит 4500 самоходной сельхозтехники, которая не состоит на учете в ГИБДД. Техосмотр проводится раз в год. Содержать хозяйство и документы в порядке выгодно самим хозяевам. Валерий Ким может уже приступать к посеву, не упуская драгоценное время. Лана Ильина, Семен Семенов, Якутск. В Ленске открылся комиссионный магазин. В нем можно купить подержанные вещи в хорошем состоянии за совсем небольшие деньги и сдать те, которые стали малы или со временем надоели. Создатели магазина рассказывают о том, как пришла им эта идея, о благотворительности и дальнейших планах. Идея открыть комиссионный магазин пришла 3 молодым женщинам, одна из которых многодетная мама. В одиночку каждая боялась, а вот вместе, признаются, не так страшно. Идея пришла месяц назад. Я, в общем, была в другом городе и увидела комиссионных магазинов очень, в большом городе их несколько. И зашла, посмотрела, много все товаров. Я думала, почему бы у нас такое не открыть. Ну, в общем, приехали мы, подумали и решили, что давайте попробуем. Обговорив все нюансы, девушки начали искать помещение. Повезло. Быстро нашли подходящее. Сняли. Аренда, конечно, как признаются начинающие предприниматели, большая. Но руки не опускают. Уверены, справятся. Приобрели манекены, стеллажи и вешалки. Сами соорудили стойки для вещей. Ну, все своими силами, все стойки, все искали везде, потому что это сейчас вешалки. Проблема была с вешалками. Потому что очень много несут, а вешать некуда. Ну, все с этой проблемой решилось, мы все нашли, все придумали, как. Магазин работает всего неделю. Несмотря на труднодоступность, он находится на окраине города, он довольно быстро заполнился. Люди несут все. Одежду мужскую, женскую и детскую, притом некоторые совершенно новые. Обувь, мягкие игрушки, диски, бытовые предметы и многое другое. И все это долго не залеживается на прилавках. Очень много народу и несет, и покупает. Магазин работает, от силы недельки полторы, а очень много уже продажи. Кто-то покупает детские вещи, кто-то приходит в платье. Цены в магазине, можно сказать, смешные. От 50 рублей и до 1000. На каждый товар, что приносят жители, составляется опись, где оговариваются цены. В конце каждой недели производится расчет. И в определенный день мы обзваниваем людей и говорим, ваши вещи продались, вы придите, пожалуйста, с квитанцией, получите денежку. Люди приходят, приносят свою квитанцию, и мы по квитанции с ними, допустим, принесли они 10 наименований, а что-то из 10, допустим, 5 продалось. Мы, значит, за 5 с ними производим расчет. Отдаем им денежки, остальное 5 висит.
Сегодня девушки планируют поставить в магазине большой короб, в который любой желающий может принести вещи, игрушки, обувь для детей из малообеспеченных и нуждающихся семей. Эти вещи потом будут распределяться между теми, кому они действительно нужны. Еще одна мечта новоиспеченных предпринимателей – в соседнем здании открыть магазин «Сладкоежка» для детей из малообеспеченных семей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В последнюю декаду мая в департаментах образования проходит распределение путевок в детские сады. В Алданском районе очередность в дошкольные учреждения утратила былую остроту. Родители могут опасаться лишь того, что их чадо не попадет в определенный детский сад. Однако в любом случае ребенок без места не останется. Более подробно о ходе событий расскажет Татьяна Вахнина. В сентябре Ольга Банецкая вместе с сынишкой вступят в новый жизненный этап. Артемка пойдет в детский сад. Соответствующий документ, путевку в дошкольное учреждение, Ольга получила в департаменте образования в период ежегодного распределения в детские сады. Ну, отличная. Уже можно строить планы, уже скорректировать свое время. Тем более я пошла уже работать. Сегодня в очереди в дошкольные учреждения стоят более 400 алданцев. Самые маленькие очередники – новорожденные, старшим не исполнилось и 3 лет. Детей среднего и старшего дошкольного возраста в очереди нет. По мере необходимости в детские сады устраиваются все малыши. В этом году у нас 2 дошкольные группы набирает детский сад «Колобок». Это детей 2016-2015 года. Ну вот 2016 год мы набрали. Мест в дошкольные учреждения хватает всем малышам. Вопрос очередности сегодня остро не стоит. В Алданском районе действуют 26 детских садов, 9 из которых городские. Очередность имеется в отдельно взятое учреждение. Порой желающих оказывается намного больше, чем садик может принять. Часть детей отправляется в другие детские сады. Самое главное, чтобы адаптация прошла успешно, не переживать самим родителям и не волноваться за вас, за своих малышей. Потому что в детском саду работают настоящие профессионалы, и они точно знают, что делать с малышами и что сделать для того, чтобы адаптация прошла легко, безболезненно, малыш пришел в детский сад как домой. Если в одном из городских учреждений всем желающим мест может не хватить, то в поселковых садиках ситуация обратная. Там не хватает воспитанников. Исключение составляет детсад Сардана, села Хатыстыр. Это единственное дошкольное учреждение, в которое существует очередь. Впрочем, с открытием нового здания Сарданы в декабре 2017-го эта проблема будет решена. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Нерюнгри во второй раз прошел круглый стол, посвященный текущему состоянию и развитию сферы здравоохранения в районе. На мероприятии собрались руководители Центральной районной больницы, депутаты Илтумен, районного и городского советов, а также жители района. О чем говорили на встрече, расскажет Екатерина Павлова. Как и в предыдущий раз на аналогичном мероприятии, прошедшем в ноябре 2017 года, до начала круглого стола для нерюнгринцев была организована работа Центра здоровья. Желающие могли измерить давление, сдать экспресс-анализ на сахар и холестерин. Начался круглый стол с доклада об итогах работы Нерюнгринской центральной районной больницы за 2017 год. Главврач Нюргун Степанов ознакомил присутствующих со всеми статистическими показателями работы больницы в Нерюнгринском районе и с планами по улучшению этой работы на ближайшее будущее. В непосредственном диалоге жителей с работниками больницы были подняты проблемы здравоохранения в районе. Участники высказали свое мнение о качестве медпомощи в поликлиниках, озвучили проблему нехватки нужных специалистов, отсутствие детских смесей и ремонта в детской поликлинике. Почему в детской поликлинике в последнее время постоянно нету смеси? У нас обеспечение детским питанием централизовано. В этом году получили детское питание в апреле месяце, да, и следующая поставка будет в июне месяце. Сейчас оно в полном комплекте имеется у нас. Вместе с вопросами жители района вносили и конкретные предложения. Были внесены предложения о более удобном для пациентов функционировании дневного стационара, о работе специалистов, о передвижении флюромобиля по всем улицам города. Такие диалоги помогают внедрению республиканской программы «Вежливое здравоохранение». Предложение на население будем брать за основу для принятия наших управленческих решений. И сегодня вот мы подытожили вот эти первые результаты работы, и будем ставить новые задачи, выслушивать новые предложения и замечания от нашего населения.
Публичный прием населения стал полезным инструментом изучения общественного мнения и внесения коррективов в работу больницы с учетом ожиданий населения. Улучшения не заставляют себя ждать. Так, на базе женской консультации города Нерюнгри началась работа по новому направлению комплексного обследования «Диагностика одного дня» с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Современный подход и оборудование позволяет пациентке пройти осмотр с минимальными затратами времени и в максимально комфортной обстановке. Теперь у Нерюнгринской центральной районной больницы в планах создать хирургию одного дня, чтобы лишние дни не занимать койко-место в больнице и сэкономить время пациента. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. В Якутске прошла встреча в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных». Тема «Занятость молодежи», приуроченная к году содействия занятости населения в Якутии. Мероприятие рассчитано всего на один день. В дискуссионной площадке приняли участие представители службы занятости, молодежной биржи труда, Министерства по делам молодежи и семейной политики и студенты учебных заведений Якутска. Их задача – защитить молодых ребят от работодателей, которые могут ущемить их права. На встрече специалисты разъяснили молодежи возможности в сфере занятости. Есть ряд вопросов, которые необходимо снять. Допустим, какой стаж необходим для того, чтобы трудоустроиться, какие определенные льготы положены, когда, допустим, наступает пенсионный возраст и так далее, и так далее. И вот эти площадки, опять же, повторюсь, они дают возможность получать достоверную информацию. И глава республики нам всегда четко дает задание, потому что нам надо разъяснять молодежи их права, их обязанности. И такие площадки – это самое, то есть возможность, чтобы это реализовать. В скором времени в Якутске появятся велодорожки. Проект развития велодвижения на территории города Якутска доработали и обсудили сегодня на совместном заседании активистов и городской власти. Чего ждать любителям велоспорта в Якутске, расскажет Евгения Андросова. Наш город не приспособлен для движения велосипедистов. Узкие дороги и высокие бордюры мешают свободно передвигаться как веллерам, так и мамам с колясками. С каждым годом любителей велоспорта становится все больше. Законодательно утвердить определенное движение в сторону улучшения. И тогда, если мы просто сдвинемся с мертвой точки, а фактически мы начинаем все это с нуля, и если мы все это сдвинем, мы получим уже какой-то результат, от которого будем отталкиваться дальше, и все будет лучше. На первом заседании активист велодвижения Евгений Никифоров поднял вопрос о том, как велодорожки вписать в существующую инфраструктуру города. Сделать это будет нелегко. Он предлагает начать с парка, скверов и пригородных участков и со временем переносить на городские улицы. По правилам, велодорожка – это специальная выделенная полоса, предназначенная только для движения велосипедистов. Конечно же, в связи с тем, что у нас велосипедный трафик не такой большой, как в Москве, эти полосы будут заняты и пешеходами, и, может быть, какими-то детьми на самокатах, на роликах, мамами с колясками. Это удобная, безопасная, ровная полоса, безусловно. Есть компромисс, когда велодорожка сочетает в себе и пешеходную зону, и велосипедную зону, так сказать, называемые совмещенные велодорожки. Я думаю, для Якутска, может быть, на первое время это самый оптимальный вариант. Безусловно, совмещенная дорожка – это самое правильное решение. Концепцию развития велодвижения в Якутске утвердят на 46-й очередной сессии городской думы 13 июня. Евгения Андросова, Арсен Степанов, Якутск. Фестиваль японской культуры Мацури прошел в Якутске. Почетными гостями мероприятия стали представители консульства Японии в Хабаровске. Они устроили презентацию робототехники, представили легендарную собаку-робота Айбо. С культурным богатством страны восходящего солнца ознакомилась и наша съемочная группа. Репортаж с Аргланы Федоровой. Компьютерные игры, много оружия и косплеи. Современная японская культура. Вот, допустим, вот сделал плащ, а две вот эти вот руки и шипы сделал за 3 дня с креплением и с этими лямками. Любителям компьютерных игр представилась возможность состязаться в чемпионате по играм Наруто Шиппуден и Гультигер. На основе опыта могу сказать, что в них чуть лучше саундтрек и как бы больше упор может делаться не на историю и визуал, а на непосредственный геймплей. Воспитанники школы восточных единоборств продемонстрировали ломание досок, хождение по стеклам. Желающие смогли попробовать свои силы в каллиграфии, сложить оригами. А любители путешествий получили консультации о туризме в Японии. Ни разу не была, очень мечтаю, но
Япония дорогая страна, дорогой тур, но думаю, что когда-нибудь моя мечта осуществится. И я очень бы хотела побывать в стране, которую я изучаю со студенческих лет. Облачение в кимоно занимает не меньше получаса. Сначала одевают нижнюю сорочку, а затем при помощи специальных тканей выравнивают фигуру. Затем облекают нижнее кимоно, которое прикрепляется целой системой специальных веревочек. Лишь только потом приступают к процессу одевания верхнего кимоно. Не остались без внимания и рецепты японской кухни, и традиционные игры. С помощью этого инструмента самураи тренировали ловкость и реакцию. Многих привлекла традиционная японская игра кендама. Игрушка состоит из двух деревянных чашек разного размера. К ним привязан вот такой деревянный шар. Это очень популярная игра в Японии, и, скажем, очень много людей играет в нее, даже, грубо говоря, профессионально, и они очень трюков имеют. Она, в первую очередь, успокаивает, и для моторики рук очень хорошо, и вообще, да, вот. В 1991 году была создана Ассоциация Саха-японского сотрудничества. С тех пор фестиваль японской культуры в Якутске проходит 4-й раз. Пригласили артистов, самисен, музыкантов, а также танцоров с Хоккайдо. Консульство Японии проведет подобный фестиваль 25 мая в Хабаровске. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.